1990 год. Тот Сабантуй стал историческим в жизни самарских татар. Активисты татарской общины решили национальной школе и газете быть. Татар всегда отличает активная жизненная позиция, неиссякаемая любовь к своему народу и, главное, умение добиваться поставленных целей. Так было собрано 1500 подписей в поддержку школы и газеты. Их отнесли в обком. И лишь через 1,5 года после тернистого пути согласования на федеральном уровне случилось. 1 марта 1990 года главным редактором нового издания утвержден Равгат Аглиуллин. Уже 25 апреля вышел первый номер газеты. Как назвать корабль, сомнений тогда не было. Бердемлек. Бердемлек – это дословный перевод «единство», «единение». Значит, что это означает? Мы подразумеваем единство не только татарского народа, а единство всех народов, единение, которые проживают в Поволжье, в нашем регионе, чтобы жили люди дружно, чтобы были едиными. И цель это у нас задача, чтобы поднять экономику нашу, поднять, раз экономика нормально, стабильно будет, и вот для развития культуры, традиций и, конечно, родного языка. Вот эти 3 основные задачи. Единство, содружество, единство всех народов, проживающих на Самарской земле. Маховик закручен. Теперь его не остановить. Бердемлек давно уже перестала быть только самарской газетой. Ее знают и читают в Москве, Ульяновске, Оренбурге, Татарстане, других городах. Бердемлек перестала уже быть просто газетой. Это собеседник, товарищ. Это член каждой татарской семьи, где ее всегда ждут, ей доверяют, точнее, верят. Это уже целое общественное объединение, которое собрало вокруг себя людей неравнодушных к истории, традициям, языку, судьбам людей. Это, если хотите, едва ли не единственная в регионе площадка, объединяющая всех татар. Они на производстве, в науке, образовании, медицине трудятся на селе. Они творцы, поэты, писатели, артисты, актеры, в целом хранители, подвижники национальной культуры и традиций. Они главные герои каждого номера Бердемлек. Поэтому наша газета тут, по-моему, и любой скажет, играет большую роль и значение большое. Селу и его жителям на странице газеты внимание особое. Очевидно, село живо, пока сильны национальные традиции. Село живо, пока в нем есть школа. Газета эту важность всегда популяризирует. У издания хорошо развита сеть народных корреспондентов. В их материалах жизнь глубинки, самого отдаленного уголка губернии, жизнь настоящая. Многие говорят «земля», «корни», а для многих Бердемлек – это судьба. За годы через редакцию прошли сотни сотрудников. Здесь выросло не одно поколение профессиональных журналистов. Сейчас они трудятся в различных изданиях. Читатели преданы газете, потому что Бердемлек любит своих читателей. Какие бы ни были трудные времена и нравы, за 25 лет ни одного срыва газеты не случилось. С гордостью говорит главный редактор Равгат Аглиуллин. Подписчики и почитатели всегда получали газету точно в срок.
Сегодня в своем развитии Бердымлек идет в ногу со временем. Материалы издания регулярно размещаются на национальных интернет-порталах matbugat.ru, samtatnews.ru, tatarduslык.ру. Их читают наравне со статьями на русском языке. Молодежь оставляет свои комментарии, вступает в диалог с авторами публикаций. Это та самая обратная связь, которую здесь ценят и которой дорожат. Та самая миссия, ради которой Бердымлек живет. Мы живем дружно, развиваемся самарские, все народности, проживающие в Самарской области, татары ли мы, евреи, башкиры, чуваши, мордва, все живем дружно, и у нас никаких разногласий. Поэтому думаем, что у нас и Самарская область, и Россия будет развиваться хорошо, и скоро мы выйдем из кризиса. 25 лет, 1296 номеров. Великолепная пора расцвета, молодости, красоты, больших надежд, планов, перспектив, ожиданий. Маховик закручен. Теперь его точно не остановить.